Добрый день, уважаемые зрители! Мы продолжаем нашу рубрику «Великие сыны казахского народа в памяти поколений». Сегодня наш видеофильм посвящен одному из активных и авторитетных казахских общественных деятелей, образованному человеку своей эпохи, высококвалифицированному юристу и активному участнику национально-освободительного движения «Алаш» Айдархану Турлыбаеву. Еще при жизни его называли казахским плевака, подчеркивая его ум, знания и опыт. Имя адвоката Федора Никифоровича Плевака стало нарицательным далеко за пределами Российской империи. Он прославился не только профессионализмом и глубоким знанием закона, но и виртуозным владением слова, ораторским талантом. На судебные заседания с его участием народ приходил как на зрелищное мероприятие, увлекательное и возбуждающее эмоции. Айдархан Турлыбаев родился 25 августа 1877 года в ауле номер 1 Мизгильской волости Кокшетавского уезда Акмолинской области. Сегодня это село Талап Тайшинского района Североказахстанской области. Отец Айдархана Турлыбаев, заметив неординарные способности своего сына, после окончания аульной школы отдает его в двухклассную русско-казахскую школу-интернат города Кокчетава. Затем в возрасте 11 лет Турлыбаев поступает в престижную в то время Омскую классическую гимназию. Именно в Омске прошли обучение значительная часть основателей алашского движения, такие как Алихан Бакиханов, Кошки Кемингеров, Сакен Сейфуллин, Асылбек и Мусульманбек Сеитовы, Айдархан Турлыбаев. Омск для казахской интеллигенции был не только местом политического становления. Здесь, в 20 веке, казахская интеллигенция все сильнее заявляла о себе. Веяние нового времени, средоточие в одном городе талантливой молодежи, большое количество учебных заведений, революционных потрясений – все это формировало демократически настроенное течение в казахской среде. Именно во время учебы в гимназии Айдархан Турлыбаев освоил латинский, греческий, русский, а также иностранные языки – французский и немецкий. Помимо предметов по углубленному изучению языков, в гимназии обучали логике, математике, физике, географии и даже военной гимнастике. После окончания гимназии в 1897 году в возрасте 19 лет Айдархан Турлыбаев поступает в Санкт-Петербургский императорский университет на юридический факультет. В Санкт-Петербурге некоторое время он жил вместе с одним из будущих активных участников движения «Алаш» Жакупом Акбаевым. Его сокурсником был известный русский поэт Александр Блок, вместе с которым он посещал лекции по таким предметам, как статистика, история русского права и другие. В это время Айдархан Турлыбаев начинает активно контактировать с представителями казахской общины. Его зачисляют в штат киргизской степной газеты в качестве корреспондента. Редакторский коллектив этой газеты представлял собой организационное ядро казахского общественного движения прогрессистов, задачи которых заключались в эволюции в сторону демократизации казахского общества. В 1902 году он заканчивает обучение и возвращается в город Омск, где приказом старшего председателя Омской судебной палаты назначается на судебную должность. Работает в это время адвокатом, присяжным поверенным. О его доскональном знании юриспруденции, высоком профессионализме и деловых качествах в этот период писала газета «Казах». Айдархан Турлыбаев, присяжной поверенный, знает юридическую науку досконально, деловой человек. После февральских событий 1917 года Айдархан Турлыбаев активно включается в политическую жизнь. Как и вся казахская интеллигенция, он связывает с революцией надежды на крупные политические и экономические перемены. Айдархан Турлыбаев, как активный организатор и участник подготовки первого и второго общеказахских съездов, Алаш стал одним из 3 председателей правительства Алаш-Орды. Он активно участвовал в учреждении милиции Алаш вместе с Гавасом, Тынышбаевым и Маметовым. Лично занимался формированием одного из полков алашской милиции в городе Семипалатинске. Также он принимает участие в создании Акмолинского областного комитета партии Алаш. После становления советской власти работал в Омске адвокатом, советником, судьей. Как свидетельствуют документы, за 11-летний срок службы Турлыбаев в общей сложности только на 4 месяца уходил в отпуск, поскольку специалисты такого ранга, как он, были перегружены следственными делами. И специалистов такого уровня в среде нерусских народов Сибири не хватало.
Он выполнял важную роль ради будущего страны, приняв активное участие в общественно-политическом движении казахского народа в годы переворота. В 1934 году Айдархан Турлыбаев был заключен в тюрьму и отсидел там 3,5 года. По воспоминаниям современников, в те тягостные годы заключения его посещал только Кажимукан Мунайпасов. Будучи верным этой дружбе, Кажимукан своего сына назвал в честь Турлыбаева Айдархана. Освобождение длилось недолго. В 1937 году, 4 июля, органами НКВД Айдархан Турлыбаев в возрасте 60 лет вновь арестован по обвинению в национализме и участии в национально-буржуазном движении. В его деле есть такая запись. Будучи активным алашардынцем, во время колчаковской реакции в Сибири выдавал белогвардейцам лиц, сочувствующих советской власти, производил мобилизацию джигитов для борьбы с советской властью. После разгрома белогвардейщины в Сибири продолжал контрнационалистическую деятельность, направленную на свержение советской власти и создание пантюркского государства. Совместно с другими лицами готовил кадры для поднятия восстания в период военных осложнений. Ни по одному из предъявленных пунктов обвинения Айдархан Турлыбаев не признал себя виновным. И 17 ноября 1937 года органами УГБ НКВД был вынесен приговор – расстрелять. 23 ноября приговор был приведен в исполнение. Айдархан Турлыбаев был расстрелян. Только 13 августа 1957 года военным трибуналом Сибирского военного округа имя Айдархана Турлыбаева было полностью реабилитировано за отсутствием состава преступления.